Проверка противопожарного состояния объектов массового посещения граждан, а также детских, дошкольных и развлекательных учреждений проводилась в Сухуме, Галском и Гагрском районах в течение всей рабочей недели. Самые крупные из вышеперечисленных объектов – городские рынки. Ситуация здесь по части пожаробезопасности весьма сложная. Система оповещения о пожаре, или, говоря иначе, сигнализация практически отсутствует. Противопожарные бассейны с водой на территории, к примеру, Сухумского рынка засыпаны землей. Сверху на них расположены торговые точки. Гидранты для прямой подачи воды из системы городского водоснабжения не работают. Более того, ни к колхозному, ни к вещевому рынку пожарные в случае возгорания просто не смогут подъехать из-за несанкционированных построек и низковисящих электропроводов и кабелей. Внутри вещевого рынка на эвакуационных выходах расположены торговые точки. В случае пожара огонь и дым не дадут людям выбраться наружу. Впрочем, само количество эвакуационных выходов следует увеличить, так как помещение вещевого рынка изначально не предназначалось для такого количества людей. По словам специалистов, подобные проблемы характерны для рынков во всех без исключения районах Абхазии. Следует упомянуть и то, что активная застройка территории рынков очень часто производится без согласования со службой Госпожнадзора. Ситуация с детскими дошкольными учреждениями и детскими развлекательными центрами также весьма тревожна по части противопожарной безопасности. Многие детские сады переполнены. Количество ребятишек намного превышает нормы помещений, в которых они находятся. Эвакуационные выходы очень часто заставлены детскими кроватками или завалены ненужными вещами. Двери открываются вовнутрь, хотя по нормам безопасности должны открываться вовне. Вот это вот горючая обшивка, она вообще не должна быть. Это является эвакуационными путями, эвакуационными. Горючее основание не должно быть вообще. Электроустановки не должны быть установлены на горючем основании. Немало случаев, когда электрические розетки не заблокированы специальными насадками и находятся в прямом доступе для дошкольников. Что же до детских развлекательных центров, то главная проблема здесь – отсутствие эвакуационных выходов, внутренняя отделка, подвесные потолки и напольные покрытия выполнены из легко воспламеняющихся веществ, например, поликарбоната. Причем при горении данные материалы выделяют ядовитые соединения, приводящие к удушению человека. По факту выявленных нарушений сотрудниками МЧС Абхазии подготовлены предписания и наложены административные взыскания на нарушителей. Ни одного нарушителя не мог найти ни в этом помещении, ни здесь. А вот здесь, на втором этаже, склады, войти невозможно. Однако, по словам специалистов, существующая система штрафных мер не способна кардинально изменить ситуацию. Напомним, что по существующему законодательству за нарушение противопожарных норм с юридического лица взыскивается 600 рублей, а с физического – 300 рублей.